Уважаемый Арсений Сергеевич, уважаемый Олег Валерьевич, уважаемые участники торжественного собрания, разрешите вас от имени Государственного собрания Автономной Республики Саха-Якутия 7-го созыва поздравить вас с наступающим Днем государственности нашей республики. Очень символично, что сегодня глава республики Арсений Сергеевич дал новую традицию, что отныне накануне Дня государственности республики мы будем здесь отмечать вместе с общественностью республики, Хангаласского округа, вместе с молодежью и выдающимися соратниками Михаила Ефимовича Николаева День государственности именно здесь, на его родине. Это новая традиция, эта традиция будет увековечена по одним из самых главных пунктов по увековечению нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Это логично, потому что вы знаете, что государственность как таковая в составе новой России, она возникла после принятия Конституции нашей республики в 1992 году и новой Конституции Российской Федерации в 1993 году, которая была принята на всенародном голосовании в декабре 1993 года. Потому что республики, новые республики в составе Российской Федерации и в нашей Конституции, и в Федеративном договоре, и в Конституции Российской Федерации обозначены как государства. Хотя это и в скобках, но они признаны государственными. С этого момента возникает государственность нашей республики. 27 апреля 1922 году мы получили якутскую автономию в составе тогда Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. И очень хорошо, что 27 апреля, как сказал Арсений Сергеевич, мы будем отдавать дань памяти основателя нашей республики, прежде всего Максиму Кирилловичу Амосову, его соратникам Владимиру Алексеевичу Аюнскому, Исидору Никитичу Баракову, а новую Якутию мы будем отныне связывать с Михаилом Ефимовичем Николаевым как основателем новой республики в составе новой России. Михаил Ефимович Николаев это действительно выдающийся государственный политический деятель, который внес огромный вклад в развитие нашей республики. Мы его оценку его деятельности дадут впоследствии историки, биографы, которые будут изучать его деятельность. Но современники и соратники, которые вместе с ним работали, и его ученики, которые еще его помнят, должны сделать все возможное для того, чтобы осталась объективная память о Михаиле Ефимовиче Николаеве. Действительно, то, что он сделал в этой республике, чтобы это осталось потомкам и будущим поколениям. И пройдут года, 20 лет, 30 лет, 50 лет, и они останутся современниками, которые вместе с ним работали и вместе знали его живым. И мы должны передать его объективную память, это наша святая обязанность. Я не устаю повторять о том, что Михаил Ефимович Николаев достиг фундаментальных результатов для развития нашей республики именно в начале 90-х годов, благодаря таким документам, как Декларация о государственном суверенитете нашей республики, которая была принята 27 сентября, стоял такой же солнечный день в 90-м году. Я помню, это была солнечная погода, как раз мы находились на охоте на зайцев, тогда зайцы были разрешены в Салпанском Строгинамского вуза, и Якутское радио передало эту новость. И мы все так радовались этому принятию этого документа. И фундаментальный документ Федеративный договор, это который был подписан 31 марта 1992 году. Тогда роль Михаила Ефимовича Николаева была действительно как лидера не только нашей республики, но и всех республик в составе Российской Федерации, которые сплотили Россию. И благодаря его энергии, его взглядам во многом сохранилась тогда наша великая страна. Потому что многие республики, некоторые республики не подписали федеративный договор. Среди них была Чеченская республика, Республика Татарстан, а Республика Башкортостан подписала его как ассоциативный член, то есть на определенных условиях. И именно позиция Михаила Ефимовича по подписанию федеративного договора дала новый импульс для создания нового государства. Ну и, конечно же, тот документ, который
был подписан опять-таки в 1992 году. Это соглашение о разграничении государственной собственности между Российской Федерацией и Республикой Саха-Якутия. Благодаря этому мы получили практически всю ту собственность, которая находилась на территории нашей республики, в свои руки. И благодаря этой собственности республика в будущем заложила те основы и тот фундамент, на котором мы прошли очень сложные 90-е годы и с начала 2000-х годов заложили прочный фундамент для его развития. Акционерная компания «Алроса», она до сих пор является кормилицей нашей республики. Около 50% доходов государственных бюджетов республики Саха-Якутия отдает эта компания. Основателем этой компании мы по праву считаем нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. 1993 год, когда были многочисленные споры по поводу редакции новой Конституции Российской Федерации, и та позиция, которую выражал Михаил Ефимович Николаев, что в республике должны признаваться именно государственные составы Российской Федерации, победила. И в декабре 1993 года основные положения федеративного договора вошли в редакцию новой Конституции 1993 года. С этих пор у нас есть прочный фундамент для развития нас как национально-государственное образование в составе Великой России. У нас есть право обучать детей на своем родном языке, якутском. Наш якутский язык считается вторым государственным языком. Языки коренных малочисленных народов Севера являются региональными языками. Мы даем законодательную основу для того, чтобы у нас развивалась своя культура, обычаи, традиции и так далее. И это, конечно же, благодаря во многом первому президенту нашей республики. Здесь сидят молодые люди. Я прошу вас изучать историю, прошу помнить имя Михаила Ефимовича Николаева, изучать его биографию и всегда гордиться тем, что у нас был такой переломный период, как сказал Василий Сергеевич, выдающийся лидер нашего народа Михаил Ефимович Николаев. Память о нем всегда будет жива, пока жива наша жизнь, пока есть у нас якутский народ, живущий в нашей прекрасной республике. Еще раз вас от имени 7-го нового созыва Государственного собрания Автономной Республики Саха-Якутия поздравляю с нашим большим, замечательным праздником, Днем Государственности. Вчера проходило первое пленарное заседание Государственного собрания Автономной Республики. Мы специально прервались для того, чтобы отдать дань памяти и уважения нашему первому президенту. И сегодня в 14 часов 30 минут продолжим свою работу. Уруй болдун, айхол болдун, бериманеге президенттер, келеге сахабыт нороклар, береге республика битер олар барын ороктарга, онна улу тойдулуар Россияга макталуу.